Доброе утро, Николай. Да, здравствуйте. Ну, я, во-первых, поздравляю вас с рождением сына. Да, спасибо большое. И вопрос у нас такой. Мы несколько минут назад общались с отцом Василия Сороки Виктором, и он нам рассказал о состоянии сына после операции. Какое состояние у других раненых, Андрея Эйдера и Артеменко Андрея? Ну, что касается состояния здоровья двух других раненых военнопленных, то по словам, скажем так, следствия и по их словам, которые они говорят адвокатам, их состояние здоровья улучшается. К сожалению, пока российские власти до сих пор не предоставили никаких официальных документов, в том числе документов, которые касаются обследования, проведенного 3 недели назад в отношении всех раненых. Информацию мы получаем только субъективную от них самих, адвокаты могут получить. Вместе с тем, следствию направлены дополнительные запросы защиты на представление официальной медицинской документации, которую можно использовать в том числе для проведения независимой медицинской экспертизы для точного определения состояния здоровья раненых. Была информация, что у Артеменко Андрея после контузии было отслоение сетчатки и началась близорукость, и была угроза того, что он может ослепнуть. Вот как сейчас обстоят у него дела? Ну, последняя информация от его адвоката, которая с ним встречалась на прошлой неделе, она сказала, что состояние здоровья у него достаточно стабильное, то есть пока дальнейшего ухудшения нет. В любом случае, руководству СИЗО был направлен запрос на то, чтобы его осмотрел офтальмолог. Я думаю, что в ближайшие дни его посетят, и мы уже сможем более-менее определенно, хотя бы с его слов, иметь понимание о том, что у него с глазами. Как вы думаете, почему так долго тянулся этот процесс оказания медицинской помощи? Почему так долго не оперировали Сороку? С чем это связано? Ну, мне сложно сказать, чем мотивируются российские власти, принимая те или иные решения, тем более, что, в принципе, оказание медицинской помощи – это основа международного гуманитарного права. И были многократные обращения со стороны иностранных государств, со стороны межгосударственных различных организаций в адрес российских властей. Все-таки то, что операцию Сороки провели, конечно же, это очень хорошо. Но, на мой взгляд, оказание медицинской помощи или хотя бы представление информации о том, какая именно помощь оказывалась, было бы своевременно сделать гораздо раньше с российским властям. Ну, были такие заявления о том, что как раз именно на раненых оказывается давление психологическое, вот физическое, не оказываем помощь, их пытались склонить к сотрудничеству со следствием, то есть использовали такой вид, скажем так, определенный вид пыток. Удалось ли как-то повлиять на позицию этих ребят? Нет. На текущий момент все военнопленные украинские моряки придерживаются одной позиции о том, что они являются военнопленные, о том, что к ним должна применяться нормы Третьей Женевской конвенции, нормы международного гуманитарного права. Конечно же, следствие продолжает работу по поиску слабого звена. Конечно же, им необходимо, чтобы кто-то дал признательные показания, кто-то оговорил себя или своих товарищей. Но пока этого не произошло, наши адвокаты регулярно общаются с моряками, консулы посещают их, все мы стараемся поддерживать их моральное состояние, потому что стойкость самих военнопленных – это один из залогов успешности нашей стратегии. Вчера вы сообщили, что почти всех моряков уже следствие ознакомило с постановлением о назначении психолого-психиатрической экспертизы. Сегодня такое постановление получит последний из моряков Михаил Власюк. Вы всегда выступаете против этих экспертиз и в этот раз тоже выразили протест. Почему? Ну, дело в том, что проведение подобных экспертиз не предусмотрено Третьей Женевской конвенцией. В отношении военнопленных подобные действия не производятся, и это является нарушением норм международного гуманитарного права. Кроме того, обязательная экспертиза проводится только в том случае, если у следствия есть сомнения во вменяемости лица, в отношении которого проводят экспертизу. Никаких сведений о том, что имеются подобные сомнения, следствие нам не представляло. Все сведения, которые необходимы были для следствия, для того, чтобы определить вменяемость, в том числе возможность привлечения к ответственности, определение субъективной стороны преступления, то есть отношение личности к содеянному, следствие могло получить из других источников. Обычно для этого формально отбираются справки о состоянии на учете в психоневрологическом диспансере, в наркологическом диспансере. Но, насколько мне известно, российское следствие обратилось через Генеральную прокуратуру с межгосударственным запросом в
адрес компетентных органов Украины. Пока мне неизвестно, был получен какой-то ответ. В любом случае, я считаю, что назначение этой экспертизы абсолютно незаконно и, как минимум, даже с точки зрения российского законодательства, преждевременно. А зачем же тогда ее назначают? Ну, потому что у них, по всей видимости, стоит задача не просто провести какое-то расследование или имитацию этого расследования, а в том числе оказывать психологическое давление на военнопленных, помещение их в психиатрическую больницу, пускай даже и амбулаторно. На мой взгляд, это унижающее честь и достоинство военнослужащего обращение. И, конечно же, об этом наши адвокаты соответствующие заявления в своих возражениях следствию делали.